перед Москвою на горе Поклонной ждал от Москвы ключей Наполеон. Но русские не вышли на поклон, не сдал ключей народ непокоренный. Император ввел свои колонны в горящий Кремль. Величественный Московский Кремль – уникальный памятник истории России, свидетель становления российской государственности. Здесь размещалась резиденция русских князей, царей и императоров. В средневековые времена решались вопросы престолонаследия. Заседала Боярская дума. В Камбратской библиотеке появился ценный экземпляр под названием «Московский Кремль на рубеже тысячелетий». В ходе своего визита в Гагаузию посол Российской Федерации передал нашему башкану Михаилу Формузалу книгу «Московский Кремль на рубеже тысячелетий». И, в свою очередь, эта книга была передана башкану нам вчера, 27 июня. Теперь это редкое издание могут увидеть в нашей библиотеке все жители Гагаузии, могут с ним ознакомиться. Частый посетитель городской библиотеки Валентин Есанин считает, что данная книга очень полезна для тех, кто хочет знать историю. Я думаю, что это очень хорошо, что появилась такая книга. Народ должен знать историю не только своего государства, но и братских соседних государств. Именно историю подлинную, истинную, неискаженную, настоящую историю. И эта книга, я думаю, как раз и поможет в этом плане. Книга также содержит 800 высококачественных фотографий, сделанные 4 фотографами. Информационный объем составляет 504 страницы. Эта книга ценна не только своим информационным содержанием, но и своим внешним видом. К примеру, ее обложка натянута натуральной кожей, прошита позолотой, а весит она около 10 килограммов. Книга «Московский Кремль на рубеже тысячелетий» стала символом, частью кремлевской сокровищницы и в полной мере соответствует уровню президентского подарка. А наши гагаузские читатели обрели возможность повидать Кремль, не выезжая в Москву.